Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами в студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе. Министры стран НАТО требуют выполнения условий Минских соглашений. Правозащитники призывают Европарламент бойкотировать церемонию открытия Европейских игр в Баку. И сирийские беженцы в Армении пытаются начать новую жизнь. Начинаем с новостей из Праги. Шахида, вам слово. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. Представители ОБСЕ зафиксировали последствия очередного артобстрела в городе Горловка прошлой ночью. Напомним, что Горловка находится под контролем непризнанной ДНР. Вместе с ОБСЕ в район артобстрела приехали и представители совместной координационной группы по вопросам прекращения огня. Как заявил российский представитель группы генерал Ленцов, за последние дни интенсивность обстрелов усилилась. Практически ежедневно мы в ходе брифингов с ОБСЕ акцентируем внимание на том, что обе стороны нарушают режим прекращения огня. Российские власти освободили гражданских активистов, задержанных во время мирных пикетов в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко. Пикеты в нескольких городах страны прошли в день ее рождения, 11 мая. 9 участников акции были освобождены в Екатеринбурге, проведя в камерах 2 суток. В Москве же, где были задержаны 8 человек, суд постановил, что протоколы их задержания были составлены неправильно, и отпустил. Подробности репортажа Дмитрия Флорина, наблюдавшего за событиями. Преображенский суд Москвы накануне отпустил 6 задержанных 11 мая оппозиционеров под подписку о явке в суд. В случае, если будет назначена дата его проведения и если он вообще состоится. Российские правоохранительные органы приняли на вооружение и успешно применяют тактику задержать, продержать и отпустить. Практика показывает, что даже отсидевшие без предъявления обвинений в отделениях граждане не могут добиться от суда наказания для задержавших их полицейских. 11 мая, в день рождения содержащейся под стражей украинской военнослужащей Надежды Савченко, провести пикетирование под окнами СИЗО «Матросская тишина» пришли около 20 человек из многомиллионной Москвы. Однако спустя несколько минут с момента начала разрешенного российским законодательством одиночного пикетирования сотрудники полиции без объяснения причин начали задержание. Надежда, мой компас земной, а удача России. Пущевкой занимаюсь. Секунду. Я ничего не сделала. Я ничего не сделала. Объясните, на основании чего? Основание какое? Пятый пункт. Что происходит? Объясните, основание какое? Вы же на основании меня забрали, оставили мои вещи на улице брошенными. Представьте, я сказал, образ. В полицейском автозаке оказались 8 участников акции и тех, кто просто находился рядом. Всех задержанных доставили в райотдел полиции «Сокольники» и не разрешили передать им воду и еду. В итоге некоторые из задержанных не получили еды и более суток могли пить только воду. Только на следующий день, 12 мая, после обеда, задержанных отвезли в Преображенский суд Москвы, который признал протоколы задержания неправильно составленными и постановил отпустить задержанных до нового заседания. Таким образом, задержанных продержали под конвоем полиции более суток без судебного обвинения. Никто из адвокатов и самих задержанных так и не получил ответа на вопрос, состоится ли вообще судебное заседание и на каком основании граждан держали в отделе полиции, где нет условий для содержания задержанных. Такая тактика давления на активистов принята на вооружение российской полиции еще начиная с 2012 года, во времена массовых акций протеста в Москве. Сейчас задержанные на акции 11 мая у СИЗО «Матросская тишина» даже не могут обратиться с жалобой на неправомерное лишение свободы, так как в отношении их нет вообще никакого судебного решения. Дмитрий Флорин, «Настоящее время». События в Украине стали одной из главных тем обсуждений во время встречи министров иностранных дел НАТО в турецком городе Анталия. Об этом расскажет Наташа. Да, Шахида, в турецкой Анталии прошла сегодня встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. На ней в очередной раз, в том числе из уст генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, прозвучал призыв к выполнению условий соглашения о прекращении огня, подписанных в Минске. Выступая на саммите, госсекретарь США Джон Керри также поделился впечатлениями о своих встречах с российским руководством. Я проинформировал всех наших коллег в НАТО о вчерашней встрече в Сочи с президентом Путиным и министром иностранных дел Лавровым. Я считаю, что все члены НАТО солидарны во мнении, что для России и сепаратистов настал решающий момент для действия с целью реализации Минского соглашения. И крайне необходимо предоставить ОБСЕ доступ к зоне конфликта. И важно прекратить конфликт в этих местах, в особенности в Широкино. Они должны попытаться договориться по поводу соглашения о прекращении огня. Нам нужно видеть полноценное выполнение условий
условий Минского соглашения. Я думаю, что все присутствующие согласны с мнением, что нашим предпочтением являются не санкции. Однако санкции останутся для того, чтобы обеспечить мир, к достижению которого все стремятся в Украине. Филипп Карбер, президент фонда «Потомок», дал комментарий нашему корреспонденту Игорю Тихоненко по поводу того, почему Запад делает такой упор на Минское соглашение, по сути, не работая над альтернативными решениями. Немцы и французы поставили на карту свою национальную репутацию. На бумаге они фактически застраховали его, они рекламировали его, они уговаривали украинцев на его подписание. Они выступали за то, чтобы американцы не поставляли украинцам оружие. Поэтому они инвестировали в Минск-2 огромное количество личного престижа и национальной гордости. Однако эти соглашения не работают. В Белом доме говорят в эти дни, что вряд ли Россию пригласят вновь присоединиться к «Большой семерке». Может ли более активное участие президента Обамы в переговорном процессе, ну и, предположим, личная встреча с Владимиром Путиным, изменить ситуацию в Украине? Мнение Филиппа Карбера. Нынешняя администрация в этом конфликте делает нечто весьма отличное от того, что обычно делали американцы. Вместо того, чтобы идти впереди планеты всей и вести за собой всех остальных, нынешняя администрация пытается быть лишь партнером, позволив европейцам играть главенствующую роль. Это эксперимент. Однако мы его уже проводили в 90-е годы на Балканах, и он не сработал. Встречу госсекретаря Керри с лидерами России оценили по-разному. Оптимисты увидели в ней желание сбалансировать отношения между странами и поддержать конструктивный диалог между Вашингтоном и Москвой. Пессимисты считают, что прорыва не могло произойти и не произошло. И поддержки пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Вашингтон обвиняет Москву в нарушении Минских соглашений. Между Россией и США существуют определенные разногласия в том, что касается генезиса этого кризиса и нынешних оценок его развития. Но мы были однозначно едины в необходимости решать эту проблему исключительно мирным путем, через полное и всестороннее выполнение Минских договоренностей. Разногласия сохраняются и по вопросу о российской поддержке режима Асада в Сирии, где США поддерживают оппозиционные силы и выступают за политический переходный процесс. Аналитик Стивен Пайфер полагает, что сотрудничество США и России возможно. В прошлом много раз бывало, что Вашингтон и Москва ссорились по одним вопросам, но в то же время они могли сотрудничать по другим, где их интересы пересекались. В то же время эксперт Алина Полякова считает, что уровень недоверия еще слишком велик. Мы не можем доверять Путину как посреднику за столом переговоров. Он может много чего говорить за закрытыми дверями, но мы не можем рассчитывать, что это будет подкреплено делами. В Вене в эти дни возобновились переговоры шестерки стран-посредниц с делегацией Ирана по поводу ограничения ядерной программы Тегерана. Крайний срок для достижения окончательного соглашения – конец июня. И в Вашингтоне, в общем, не скрывают того, что сотрудничество по этому вопросу с Россией – одна из основных причин для поддержания непосредственного диалога с Москвой. Иран также одна из основных тем саммита стран Совета сотрудничества Персидского залива, который начинается сегодня в Вашингтоне. Задача – повысить эффективность координации вооруженных сил стран региона перед лицом угроз, исходящих от Ирана и исламского государства. Правда, объявление о том, что саудовский король Салман не примет участие в саммите, слегка расстроило планы организаторов. Без него это событие будет не столь резонансным. Впрочем, в Белом доме и в Эр-Рияде утверждают, что отказ монарха приехать на саммит не какой-то демонстративный жест. В то же время известно, что саудиты скептически относятся к усилиям, которые Барак Обама прилагает к заключению соглашения с Ираном. В свою очередь, активисты-правозащитники призывают президента Обаму использовать этот саммит как возможность потребовать от союзников в Персидском заливе провести реформы и улучшить ситуацию в плане защиты прав человека в этом регионе. Кеннет Рот, директор правозащитной организации Human Rights Watch, пишет в Твиттере: «На саммите в Кэмп-Дэвиде Обама должен принять сторону народа стран Персидского залива, а не их монархов, которые ни перед кем не отчитываются». Как сообщили из Белого дома, тема прав человека и политических свобод все же будет затронута во время саммита, но не будет занимать центральное место. Сегодня исполняется 10 лет со дня расстрела мирной демонстрации в узбекском городе Андижан. Об этом наши коллеги в Праге. Шахида.
10 лет назад в узбекском городе Андижан правительственные войска расстреляли тысячи демонстрантов. События начались за 2 дня до этого, когда группа протестующих выступила с требованием освободить 23 местных предпринимателя, по их мнению, арестованных незаконно. Позднее вооруженная группа людей захватила военный гарнизон и тюрьму. А 13 мая люди стали собираться на центральную площадь Бабура в надежде на то, что власти услышат их требования. Однако в город были введены войска, митингующие окружены, и по ним был открыт огонь из тяжелой артиллерии. Согласно официальным данным, погибло 187 человек. Однако правозащитники утверждают, что количество погибших превышает 1000. Международное сообщество неоднократно призывало власти Узбекистана провести независимое расследование андижанских событий. Однако 10 лет спустя этого до сих пор не случилось. Свидетели говорят, что сотни, может даже больше погибли в тот день. Правительство Узбекистана подтверждает только, что 187 человек было убито, и при этом правительство не признает, что потери связаны с действиями правоохранительных органов. То есть они всю вину для этой трагедии придают якобы исламистским экстремистам. Именно в этот момент, в этот день, то есть спустя 10 лет после этой трагедии, Human Rights Watch и много других организаций призываем Совет по правам человека при Организации Объединенных Наций создавать специальный механизм для Узбекистана, который будет освещать ситуацию в этой закрытой стране. О том, что именно произошло на площади Бабура в Андижане 10 лет назад, и о том, помнят ли в Узбекистане эти события, я говорила с главой узбекской редакции «Радио Свобода» Алишером Сидиком. Тысячи людей собрались на площади в тот день там. А реакция была так: взять в кольцо, оцепить, а потом просто подавить вот таким вот, скажем, кровавым способом. Используются боевые, нормальное боевое оружие, пулеметы, снайперы. То есть используется полномасштабная военная такая сила. У нас есть аудио доказательства во время расстрела. И эксперты как бы дали заключение, что это было крупнокалиберные пулеметовые залпы. 10 лет назад из Андижана поступало очень мало видеосообщений, и вообще практически нет никакого видеодоказательств того, что произошел расстрел и умерло столько людей. Есть какие-то фотографии трупов и больше ничего. Почему так? Где? Неужели нигде нельзя было найти видеодоказательств расстрела мирных людей? Не забывайте, это событие 2005 года. Еще развития таких дигитальных технологий не было. То есть невозможно было отснять в полном объеме. То есть нету таких журналистов, присутствие журналистов было минимальное. Правительство Узбекистана до сих пор утверждает, что погибло 180 человек. Что говорит правозащитная организация? Известна ли нам хотя бы реальная цифра погибших? Последний результат каких-то исследований Human Rights Watch и других организаций: до 1000 человек, возможно, было убито. Так как трупы возились грузовыми машинами, были братские могилы, люди, которые были вовлечены в захоронение, были уничтожены. Все следы были потеряны фактически. Европейский Союз наложил санкции против Узбекистана в 2005 году из-за этих событий. Но санкции потом были сняты впоследствии, и сейчас я слышу новые призывы все-таки наказать правительство Узбекистана, потому что за 10 лет не было проведено международного расследования, как того требовало международное сообщество. Насколько это реально, как вы считаете? Вот сейчас, учитывая роль Узбекистана в Центральной Азии и как бы продолжающихся проблем в Афганистане? Для Узбекистана вопрос закрыт. Они с самых высоких трибун и вообще в любом подходящем месте, где спрашивается ответ на этот вопрос, как по Андижану, кто будет наказан, они говорят: для нас этот вопрос исчерпан, закрыт. Европейский Союз ввел санкции, убрал санкции. Для Европейского Союза этот вопрос тоже не на повестке дня. Вот для самого народа Узбекистана люди помнят об Андижане? Люди не хотят
помнить об Андижане, хотят стереть с памяти это событие, так как за последние 10 лет на мнение людей повлияли очень много факторов, включая активную, агрессивную пропаганду в этом вопросе. Последней каплей был фильм, художественный фильм «Предатель». И он колоссально меняет отношение людей вообще к этим событиям. Мы продолжим тему прав человека. Азербайджанские и международные правозащитники призвали европейских политиков отказаться от участия в открытии первых европейских Олимпийских игр в Баку в июне этого года. Они требуют освобождения политзаключенных, в числе которых правозащитница Лейла Юнус, состояние здоровья которой значительно ухудшилось в заключении, и журналистка Хадиджа Исмаил. Жанна Беспечук побывала на встрече правозащитников в Брюсселе. Вот уже 10 месяцев известные правозащитники Ариф и Лейла Юнус находятся в азербайджанской тюрьме. Власти страны обвиняют их в государственной измене. Супруги же уверены, что их преследуют по политическим мотивам. Моя мама волнуется не только за свою жизнь, но и за жизнь отца. Это вопрос времени, когда они начнут применять к нему пытки. Это может уничтожить их. Международные правозащитные организации вместе с Европарламентом призывают европейских политиков отказаться от участия в церемонии открытия Европейских игр в Баку 12 июня, если президент Азербайджана Ильхам Алиев не помилует тех, кого в Европе считают политзаключенными. 28 мая в стране национальный день помилования. Среди заключенных по политическим мотивам и журналист «Радио Свобода» Хадиджа Исмаилова, расследовавшая коррупцию в окружении азербайджанского президента. Нам следует требовать от правительства стран-членов ЕС, а также от лидеров самого Евросоюза, чтобы они отказались от посещения и открытия Европейских игр в Баку, чтобы не было картины, как они стоят за спиной у президента Алиева и приветствуют все, что происходит. Мы также должны требовать безусловного освобождения всех, кто считается политзаключенными. К ним относятся и Хадиджа Исмаилова, и родители Динары. Правозащитники обещают привлечь внимание к плачевной ситуации с политзаключенными в Азербайджане. По их оценкам, в тюрьме по политическим мотивам находится около 20 человек. Мы устроим международные акции в защиту прав человека в Азербайджане 12 июня, в день открытия игр. Будем привлекать внимание к ужасному положению с правами человека в этой стране, будем призывать освободить наших коллег. Бороться за права человека внутри страны уже невозможно. Необходимо действовать на международной арене и призывать освободить правозащитников и журналистов. Правозащитники и активисты рассчитывают на то, что правительство Азербайджана примет решение отпустить политзаключенных до открытия Европейских игр. В Баку ситуацию пока не комментируют. Екатерина Кочкина, Жанна Беспечук, Сабина Пухка. Настоящее время. Согласно оценкам ООН, продолжающаяся уже более 3 лет война в Сирии превратила в беженцев более 9 миллионов человек. Среди них сирийские армяне, которые веками проживали в этой стране, в основном городе Алеппо и его окраинах. Алеппо практически полностью разрушен, и многие сирийские армяне эмигрировали в Армению. Наши коллеги из армянской службы «Радио Свобода» подготовили материал о тех, кто пытается построить на чужбине новый Алеппо. Семья Джабахчурянов, состоящая из 4 человек, переехала из Сирии в Армению 3 года назад, когда началась война. Оставили свой дом, машину, 2 магазина, принадлежащие им, и почти все приобретенное за годы. С трудом смогли перевезти в Армению аппарат для раскатывания теста. 2 года назад они основали свою закусочную в центре Еревана. Пекут сирийские лахмаджо. Этим же делом занимались и в Алеппо. С ними работают также сирийские армяне, которые приехали на родину из-за войны. Кайдак Джабахчурян говорит, что хотя в Армении намного труднее зарабатывать, чем в Сирии, однако здесь есть свои преимущества. Нет войны, обстановка намного безопаснее и спокойнее. Здесь очень много мест, где можно спокойно погулять. Зеленые территории, парки. Мне очень нравится, что все говорят по-армянски. Никайцак и его семья наверняка решили, что останутся жить в Армении, даже если в Сирии закончится война и все нормализуется. Мать семьи Сальби говорит, что трудно жить, сохранять традиции и родной язык вне родины, даже если там нет финансовых проблем. В Армении безопасно. В Сирии мои дети никогда не играли во дворе, играли дома. И чтобы их порадовать, мы покупали дорогие игрушки.
Здесь же я смотрю и радуюсь, как дети играют на детских площадках. Однако не все армяне, которые из-за войны вынуждены были переселиться в Армению, преуспели здесь с бизнесом или работой. Многие не видят своего будущего на исторической родине. Некоторые ждут окончания войны, чтобы уехать обратно. Другие пытаются найти возможность, чтобы уехать в европейские или другие страны. По данным Министерства диаспоры, с 2012 по 2015 годы в Армению приехали около 17 тысяч сирийских армян, из которых 5 тысяч или снова вернулись в Сирию, или уехали в другие страны. На данный момент в Армении проживает около 12 тысяч сирийских армян. Министерство диаспоры с просьбой о трудоустройстве за 3 года обратилось более 1000 сирийских армян. Вопрос трудоустройства остается актуальным не из-за того, что нет вакантных мест, а потому что в Армении низкие зарплаты. Другая проблема касается жилья. Они арендуют квартиры, и если вначале у них не было достаточно денег, то сейчас уже нет. До начала войны армянская община в Сирии была одной из самых больших. Там проживало около 80 тысяч армян. Однако сегодня там остаются около 20-25 тысяч. За последние недели ситуация в Сирии вновь обострилась. И хотя оппозиция в Армении говорит о том, что нужно активнее помогать и эвакуировать армян, которые остались там, представители правительства не спешат с таким решением. Настоящие войны уносят жизни тысяч людей. А каковы последствия войн в киберпространстве? Наташа. Атаки хакеров в интернете всерьез угрожают благополучию не только отдельных граждан и компаний, но и целых государств. Эксперты в Америке указывают на то, что Россия и Китай развернули против США настоящую плановую кибервойну. Об этом в репортаже Вадима Оленичева. Число и объем кибератак на Соединенные Штаты со стороны Китая и особенно России из года в год увеличивается. Не отдельные фирмы, а целые секторы науки и экономики страдают от нападений неизвестных хакеров. Так, в 2007 году результатом этих атак стал вывод из строя 1500 компьютерных сетей Министерства обороны США. С тех пор и Агентство национальной безопасности, и Центральное разведывательное управление США вынуждены направлять огромные ресурсы только на борьбу с хакерами из-за рубежа. В дополнение к этому, компьютерные пираты занимаются экономическим грабежом. Как официальный Пекин, так и Москва за счет кражи конфиденциальной информации могут сэкономить годы напряженных исследований и разработок. Об этом говорилось на только что прошедшей в Вашингтоне конференции. Сейчас можно заявить с большой долей уверенности, что китайцы похищают у нас интеллектуальную собственность, причем все это делается в неслыханном объеме и с легкой руки их правительства. Также и хакеры в России обладают способностью осуществлять разрушительные атаки на Америку, подобно тем, которые они провели в Эстонии. Кроме того, мы уже видели, какие темные дела они пытаются творить и в финансовом секторе. Все это вызывает у нас большую тревогу. Майк Роджерс, бывший председатель Комитета по разведке Нижней палаты Конгресса США, говорит, что политики в Вашингтоне должны изменить свое отношение к проблеме и сконцентрироваться на том, что Россия и Китай занимаются откровенной кражей интеллектуальной собственности у Соединенных Штатов и других государств. Не случайно, что новый китайский суперистребитель J-20 так сильно напоминает по дизайну и характеристикам американский F-35. Эксперты предупреждают, атаки зарубежных хакеров ежедневно наносят Америке и американцам гигантский ущерб. Если брать только экономический аспект проблемы, финансовое благополучие целого поколения может быть поставлено под угрозу. Но есть и последствия политического характера, и они могут оказаться еще более пагубными. Атакуя западные фирмы и учреждения, хакеры по найму фактически выполняют в России и Китае государственный заказ. Помимо этого, хакеры еще и делятся украденной информацией с теневыми международными группировками. Например, подспудные удары по финансовым рынкам на Западе могут являться местью Москвы за санкции, введенные против России. А это уже новая мировая реальность. Приспособиться к ней Америке необходимо в кратчайшие сроки. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Обратиться к этим американским военным, используя слово «солдат», значит фактически обидеть их. Допустимо только «марин» – морпех. Наш корреспондент Ануша Витисян побывала на базе «Квантика» в штате Вирджиния, неподалеку от американской столицы, где тренируют морских пехотинцев.
7520. Квантико, штат Вирджиния. Это известное место встречи морских пехотинцев. Именно здесь все морпехи проходят обязательную базовую тренировку. Я рад, что могу служить своей стране. Здесь мы не только физически подготавливаемся к трудностям, но и изучаем культуру, политическую структуру и другие особенности стран, куда нас могут отправить. Ведь одна из наших главных задач — оказание помощи мирному населению, а для этого необходимо уметь находить общий язык с местными жителями. Курс обучения рассчитан на 6 месяцев. Требования ко всем одинаковые. Здесь проверяют физическую выносливость, академические знания и, самое главное, лидерские способности. Морпех должен уметь быть лидером, принимать решения и работать в команде. Каждый год из базы в Квантико выпускаются 1600 морпехов. Примерно 1% курсантов отсеивается. Если честно, здесь всем сложно, но трудности помогли мне развить мой характер, волю. Я стала сильной. Я знаю, что могу выжить с тем, что на мне. Мы все здесь бьем свои же собственные рекорды. Мой рост 158 сантиметров, но ко мне предъявляют такие же требования, как и к 2-метровым парням. Каждый морской пехотинец круглосуточно таскает на себе около 40 килограмм выкладки. Винтовка М16, запасной магазин. Здесь специальные приспособления для того, чтобы обезвреживать взрывные устройства. Здесь мои записные книжки, карты, инструкции, как вызывать вертолеты помощи. В боковых карманах мы храним приборы ночного видения. Здесь все необходимое для оказания первой помощи. Мой противогаз, часть моего тела, бронежилет. Словом, все, что мне необходимо, на мне. Эта группа морпехов на момент встречи с нами уже неделю без сна и отдыха проводит операцию в специально построенном населенном пункте, окруженном джунглями. Для морпехов это настоящая боевая зона. Сейчас они готовятся к городскому бою, оборонять свою позицию. В любой момент их может атаковать противник. В роли противника выступает другой взвод курсантов. Обороняющимся приказано отразить внезапное нападение и эвакуировать гражданское население. Я не могу вам дать много информации. Разведка сообщает, что, скорее всего, нас атакуют с северо-запада. Необходимо иметь что-то между собой и пулей. После долгих часов ожидания, с наступлением сумерек враг идет в атаку. Бой длился всю ночь. Это финальная часть курса подготовки. Теперь морские пехотинцы готовы выполнять боевые приказы. Ануша Витисян, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Штат Вирджиния. И резкий переход на мирную тему. Многие из нас что-то коллекционируют. Кто игрушечных зайцев, кто марки, ну или на худой конец машины или музыкальные инструменты. А вот житель города Джермантаун, штат Мэриленд, коллекционирует нечто более личное и загадочное – секреты людей. Вот нарисован лифт. И вот такой секрет. Я чувствую себя виноватым, когда проезжаю на лифте всего один этаж. Так что, выходя из лифта, я хромаю. Это одна из открыток в этой пирамиде. За последние 10 лет незнакомцы со всего мира делились своими секретами с Фрэнком Уорреном из Джермантауна недалеко от Вашингтона. Они делают это, присылая ему открытки. Этот проект называется «Пост-Секрет» — секрет по почте. «Пост-Секрет» — это проект, которым я начал заниматься примерно 10 лет назад. Я предложил незнакомым людям со всего мира написать на открытке что-то самое сокровенное, что-то, о чем они никогда никому не рассказывали, но это должно быть правдой. И попросил людей присылать мне эти открытки без указания имени. На сегодняшний день Фрэнк уже получил более 1 миллиона секретов, причем не только на открытках, но также в виде каких-то предметов или по электронной почте. Каждое воскресенье Фрэнк выбирает 10 самых интересных секретов и публикует их на своем интернет-сайте «Пост-Секрет». Поскольку конфиденциальная информация поступает к Фрэнку каждый день, он относится к каждому из таких откровений как к приглашению заглянуть в жизнь людей через замочную скважину. Я приглашаю вас в мой запретный город. Я предпочитаю относиться к этому так, как будто кто-то, наконец, нашел в себе силы стать более уязвимым. По словам Фрэнка, его сайт был создан для того, чтобы люди могли делиться своими тайнами, ничем не рискуя. Всякие секреты не давали мне покоя всю мою жизнь. Теперь появилось такое безопасное место, где люди могут поделиться со мной своими секретами анонимно. Я думаю, это то, что мне было нужно не меньше, чем тем, кто делится своими личными тайнами.
На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. До встречи завтра. Шахида, до встречи в эфире. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.